Добрый день. Народ должен знать своих героев. Чувашский народ – древнейшая нация, и во все времена были свои герои, свои полководцы. Об этом, конечно же, обязательно каждому чувашу нужно знать и помнить их подвиги. Я сегодня хочу ознакомить с очерком народного писателя Чувашии Михаила Юхмы из книги «Древние Чувашии» полководцем Ылтанпиком. Погружаемся во времена Волжской Болгарии. В 1229 году на престол Волжской Болгарии взошел Ылтанпик. Ылтанпик – один из самых блестящих царей Волжской Болгарии, реформатор, талантливый полководец, храбрый и мужественный защитник своего народа. Он хорошо понимал, какая грозная сила поднимается с востока, и сделал все, чтобы укрепить свое государство. Он протянул руку дружбы всем князьям, всем старейшинам родов, кланов, племен, заключил мир со всеми соседями. В этом ему помогал дед, великий князь Рязани. Ылтанпик всемерно укреплял свою армию, обучал ополчение ведению войны с конницей врага. Глаза и уши, разведка Ылтанпика смогли обосноваться и в ставке монголов, поэтому царю все было известно, что творилось на востоке. А на востоке творилось ужасное. Это было время возвышения монголов. Они одержали ряд блестящих побед и считали, что весь мир уже лежит у их ног. Чингисхан решил разделить весь покоренный и непокоренный мир на несколько частей. Западные земли он отдал старшему сыну Джучи. Но в 1227 году Джучи внезапно умирает. После него умер и сам Чингисхан. И Угедей стал верховным ханом. Он отдал Улус-Джучи его сыну Батыю. И монголы стали готовиться к завоеванию западных земель. А на пути их лежала богатая и сильная держава Волжская Болгария. В 1229 году татаро-монголы еще раз вторгаются на земли Болгара-Чуваш. Войска Ылтанпика на голову разбили вторгшиеся орды врагов. В эти годы Волжская Болгария была одним из самых могущественных и процветающих государств мира. В первой трети XIII века Булгария на Волге достигла апогея в своем историческом развитии, о чем свидетельствует ее громкое название и в Европе, и в Азии – Великая Болгария. Татаро-монголы, как везде, начали пользоваться методом подкупа людей, которые могли выступить против законного царя. Таким человеком оказался Гази Барадж Бурундай, член младшей ветви царского дома. Когда имелись наследники по старшей ветви царского дома, он не имел никаких прав претендовать на престол, но невостребованные амбиции и властолюбие Бурундая были сильнее законов страны, обычаев и традиций народа. Совершив переворот, Бурундай захватывает власть. Это случилось весной 1229 года. В следующий год он, нарушив все мирные договоры, начинает войну с Владимиро-Суздальским княжеством. В этом сражении против Бурундая выступает и Ылтанпик. Бурундай терпит полный крах, попадает в плен к русским. Ылтанпик опять занимает престол по праву, принадлежащий ему. В 1232 году татаро-монгольские орды еще раз вторгаются в пределы Волжской Болгарии. Произошло кровопролитное сражение. В 1232 году Ылтанпик наносит страшные поражения монгольским войскам, пишет, исследуя эти годы, татарский историк Фаргат Булгари. Но случилось непредвиденное. В том же году Гази Барадж Бурундай бежит из русского плена к татаро-монголам. Но Ылтанпик верил в свою звезду, и его войска всякий раз отбрасывали врага за пределы Волжской Болгарии.
1236 год. Страшное и неумолимое нашествие татаро-монгол на Волжскую Болгарию. От множества войск земля стонала и гудела, писал персидский историк и писатель Джувейни. А от многочисленности и шума полчищ столбенели дикие звери и хищные животные. Илтенпик во главе своих войск яростно сражается с врагом, но предатель и изменник Бурундай выдал врагу все секреты болгара-татар. Засечные черты, крепости, укрепленные посты, главное – тактику и стратегию ведения боя. Илтенпику пришлось с боями отступить к столице, и, наконец, осенью 1236 года враг осадил великий и славный город Пюлер. 45 суток, как барсы, бились воины Илтенпика с огромными ордами врага. Женщины и дети наравне с воинами гибли в передних рядах. И на 46-й день, 5 ноября 1236 года, враги вторгаются в город. Илтенпик, как простой воин, бился с врагами в первых рядах. Бой шел за каждый дом, за каждый переулок. Тысячами гибли вражеские воины. Пал Кулкан, младший сын Чингисхана. И здесь, защищая свою столицу, как богатырь, погибает славный царь, защитник своего народа, воспетый в песнях, воин и мудрец Илтенпик. Под натиском превосходящих сил неприятеля пала Волжская Булгария, один из древних культурных центров Европы. Все это нам, конечно, нужно знать, помнить и гордиться своей историей, славными своими предками.